Тома, сегодня мы находимся в замечательном ресторане Регах. Скоро Новый год, и здесь будут великолепные корпоративы, где можно хорошо отдохнуть. В арт-клубе Infinity 28 декабря пройдет концерт группы Black Velvet. Это дискотека 80-х. Будет очень весело. А 31 декабря встречаем Новый год вместе с Ясниэлем Наваро и группой Illinois. В Русском театре по-прежнему показывают спектакль «Сказка. Подарки хозяина метелей». В эти новогодние дни в кинотеатрах нашего города будет такая премьера, как «Елки 1914». Это тоже комедия, елки, но 100 лет назад. Должно быть очень весело. Ефимыч, прекратите мучить животных. Таких елок не было 100 лет. Ну что, шутка? Мы же договаривались, что костюм должен представлять страну. Либо мы катаемся в этом, либо я вообще не выйду выступать. Нормальный мужчина на себя такое не наденет. Вы согласны сопроводить бабушку? Доброго денечка! Согласно предписанию, вы должны были покинуть этот дом неделю назад. Я надеялся. На что? На чудо. На что еще может надеяться русский человек? А наш танец под елкой, он в силе? А елки в этом году не будет. Дом подписал указ об отмене. Елка на Рождество всем нужна? Ну вот, елки нужны людям на Рождество. Война не время для праздников. Идиот. Где, представившись инструктором, угнал самолет «Серый волк». Вы еще и вор, и самовлюбленный дурак. ТЧК. Подходим, играем, счастье питаем. Фокусы я люблю. Ну что играете, господа? На бабушку. Бабушка этого не переживет. Куда катится мир? Это и есть новая, свежая, неожиданная Россия. Вон отсюда! Господа! Умоляю вас, прекратите орать. И вдруг тихо все стало. Страшно. Все, уходи! Они убьют тебя! Ты че стоишь-то? Какая ты горячая, мамочка, как печка. Повесь, где у тебя сердце, и он вернется. Парень из России объявляется поражением. Все кончено. Что значит кончено? Что ж даже не начинал. А почему в моем чемодане женский корсет? Вот на вашем месте, Василий Григорьевич, я бы об этом утаил. С Новым годом, с новым фильмом. Тома, ты уже решила, где будешь отмечать Новый год после 12? Еще не решила, у тебя есть варианты? Конечно, есть. В клубе 49, 30 и 31 пройдут новогодние вечеринки в стиле бородатых стиляк. А ты знаешь, это хипстеры. Так вот, это сделала студия City, ивент-агентство. Будет очень круто. А детский театр Шаби покажет новогоднюю сказку в ожидании чуда. Надо повести обязательно туда всех своих племянников, сестер и братьев. Ты когда-нибудь участвовала в костюмированных вечеринках? Да, в последний раз я была Снегурочкой. Вот здорово. Тебя ждут в IQ кафе. Там будет новогодний маскарад. Это крутое мероприятие. Они будут играть в игры, смотреть новогоднее кино. Будет очень весело. Советую тебе пойти. Я пойду только, если ты захватишь свой костюм Деда Мороза. Я захвачу костюм Фредди Крюгера.
Открою тебе страшную тайну. До сегодняшнего дня у меня не было совсем новогоднего настроения, пока я не прогулялась по площади Свободы и не увидела большую красивую елку. Ты знаешь, что ее открытие пройдет сегодня в 18:00. В программе будет представлена новогодняя сказка с участием настоящего Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Дома, прям настоящего? Настоящего. Абсолютно верно. А помимо этого будет дискотека и флешмоб. Артем, ты же знаешь, что уходящий год – год культуры? Конечно знаю. По-моему, это отличный повод вновь нам с тобой пойти в Остинский театр. Тем более там 27, 29 и 30 декабря покажут спектакль «Али Баба и песни персидского базара». Молодежный театр «Амран» выступит сегодня, 26 декабря в 18:00 с иронизированным шоу. Подошел к концу год культуры как в России, так и в Северной Осетии. Очень много было проделано работы. Наша республика с большим размахом отметила юбилей Кустали Ивановича Хитагурова. Прошли многочисленные выставки современного искусства, фестивали документального кино. Сняты картины, короткометражные, игровые. Оркестр Булата Газданова наконец получил свое помещение. Мы долго думали, с кем мы подведем итоги года. И сегодня у нас в гостях Алан Кукаев. С кем, как не с ним. Алан, привет, здравствуй. Алан. Здравствуйте, здравствуйте. И такой первый вопрос. Ты напрямую относишься к культуре, особенно в нашей республике. Как для тебя прошел год культуры? Ну, во-первых, это большая радость для всех работников культуры, то, что наконец-таки состоялся год культуры, и он к нам пришел. Мне, конечно, трудно судить, как прошел год культуры в республике Северной Алании, потому что сам я нахожусь в Москве и работаю в Московском театре. Но очень часто бываю дома, слежу за культурой, за всем происходящим в нашей республике. И как Дома ты перечислила, на самом деле я в курсе, даже был свидетелем некоторых мероприятий, и выставок много было, и, естественно, мероприятие, посвященное юбилейным событиям Кустали Ивановича Хитагурова. Со своей стороны могу сказать, что активное принял участие и я, как актер, хореограф. Вот в этом году, благодаря Году культуры, было очень много гастролей Московского театра школы драматического искусства, в составе которого я работаю. Мы посетили и много фестивалей, и приняли участие, и успешно. Также в этом году провели большой фестиваль в Ставрополе, посвященный по поводу юбилея 200-летия Лермонтова, в котором мы приняли активное участие. И таких фестивалей было немало. Могу сказать, что от дня я был в зрительном зале Большого театра, когда было открытие Года культуры, и сегодня я, можно сказать, мы вместе с вами имеем честь его, так скажем, закрыть здесь, в этом прекрасном месте, с прекрасными людьми. Я думаю, что культура в Северной Осетии и в России получила внимание, а это очень много. Как ты считаешь, вот именно этот качественный скачок именно в североосетинской культуре все-таки произошел? Я очень надеюсь, что он был качественным. Я еще раз повторюсь, мне трудно судить, потому что я непосредственно не участвовал в этих мероприятиях, но я уверен, что он произошел, потому что я, насколько знаю, было и Министерством культуры республики, и правительством оказано большое влияние конкретным учреждениям, конкретным ансамблем, можно сказать, да. Опять же, очень хочется единственное, что сказать. Я не смогу перечислить все хорошее, да, или, может быть, добавить то, что не успели сделать или не захотели. Но хочется сказать, чтобы это не заканчивалось годом культуры и не было вот так, что год культуры мы будем делать и так далее. Я надеюсь, что это будет продолжаться вне официального года культуры. В этом году было снято много кино разных жанров. Ты и сам дебютировал. Каково это оказаться по ту сторону съемочной? Ну да, мне посчастливилось вот в этом году сняться в фильме, режиссером которого был мой друг и всем известный артист, композитор, певец и теперь режиссер кино Султан Хаджироко, Султан Ураган. Да, вот 2 месяца, июль и август, без перерывов и выходных, как говорится, да, вот, я не знаю, без права на сон, вздох и выдох, мы работали на съемочной площадке. Фильм под названием «По небу босиком» сейчас уже идет постпродакшн, впереди озвучка, цветокоррекция, монтаж и все остальные дела. Но что я могу сейчас сказать? В том, что остались исключительно положительные впечатления. И вот тот труд, который был вложен в эту работу,
работу, он на самом деле был очень большим. Ну, просто, я не знаю, мне трудно даже сказать. Я сейчас вспоминаю, иногда меня трясти начинает. То есть мы очень, как сказать, работали, не покладая рук, да. И вот мы все в ожидании премьеры, хоть и, грубо говоря, сейчас вот я знаю, на каком этапе все находится, все, да. Но мне очень понравилось сниматься в фильме. Мне посчастливилось исполнять главную роль. Фильм необычный. Он, во-первых, молодежный, современный. Есть и грусть, и радость. Там есть песни, танцы, там есть шутки, прибаутки. То есть там есть все, в принципе. Он такой легкий, задумка очень хорошая. И вот все, что требуется сейчас, над этим люди работают профессиональные. Я сам тоже принимаю участие. И вот я в ожидании, и надеюсь, вы тоже в ожидании. Посмотрим, что из этого получится. И надеюсь очень, что мы сможем порадовать этим фильмом зрителей. И он не был приурочен, кстати, на самом деле, к Году культуры. Но так получилось, что он приурочен автоматически. И я надеюсь, что это будет плюсом большим и положительно сыграет свою роль. Год культуры. Будем ждать премьеры, и думаю, что по итогам этого фильма пригласим вас с Султаном вместе. И я надеюсь, что мы придем с красными лицами, но от радости. От радости, да. Дай бог. Как ты считаешь, это второе рождение российского кинематографа? Вообще, я на самом деле, я не могу сказать, что я киноман такой вот, что я не пропускаю премьеры, там все. Я очень активно все пропускаю. Но я люблю кино, как и любой, наверное, человек, все любят кино. Видно, что российское кино сейчас работает, ну это мое мнение, на количество. Очень часто говорят количество или качество, да, понятно, что качество это лучше, но сейчас на таком этапе, как мне кажется, да, что нужно, конечно, делать количество, потому что это опыт. Поэтому среди этого количества есть качественные фильмы, которые всем нравятся. И я думаю, что не секрет будет, если я назову, допустим, один фильм, это «Легенда номер 17». Да. Я надеюсь, что у российского кино все впереди, и надеюсь, что мы непосредственную роль тоже сыграем в этом. Подведем итоги. Я думаю, вот век танцора, он же недолгий. Чем ты будешь заниматься после? Вот век танцора, он недолгий, и это все знают. Я танцую вообще, можно сказать, постольку-поскольку. Вот как бы у меня творческая семья, отец хореограф тоже. Я с детства встал на эти рельсы, так скажем. Мне это нравится. Само по себе все пошло. Я от этого не отвернулся и в дальнейшем как бы развивал это в себе. И, грубо говоря, я всю жизнь делал то, что мне нравится. И это, наверное, счастье в какой-то степени. Тем более, что если ты делаешь то, что тебе нравится, и это еще кому-то нравится, хоть это и вот, может, тавтология получилась, но это так, как бы, это очень круто. И вот я выбрал путь хореографа, так скажем, да, режиссера-постановщика. Это как раз-таки ответ на твой вопрос, Артем. Я очень надеюсь, что это верный путь. Он мне очень нравится, я его познаю изо дня в день. Я пробую себя как актер драматического театра, как актер кино, как педагог в области хореографического искусства, как хореограф в области того же хореографического искусства. Мне очень нравится творчество, и я готов, мое сердце открыто, и оно в порыве заниматься творчеством. Я надеюсь, что веком исполнительского мастерства-танцовщика все не закончится. Ты будешь месяц дома. Где ты будешь отдыхать? Куда будешь ходить? Ну вот, и если ты мне, Артем, подскажешь, и ваша видеоафиша, я обязательно, конечно, выберу направление, да. Ну, если честно, я постараюсь очень сильно не отдыхать. Вот так я отвечу на этот вопрос. Знаете, я учился в 13-й школе имени Костахи Тагурова, а живу на ЦУМе. И вот дорога от ЦУМа по Остинской горке до 13-й школы, мимо Остинской церкви, это самое мое любимое место, наверное, в городе. А так я большой патриот. Это, может быть, банальные слова. Я очень люблю свой дом. И где будешь отмечать Новый год? Я вот за все свои 26 лет отмечаю Новый год в кругу своей семьи. Это мой отец, моя мама, сестра и я. То есть мне вот так комфортно, так хочется, и пока мне так комфортно и хочется, я буду так это делать. Я всегда приезжаю домой, и до 12, и после 12 я бываю дома, выхожу, как все, постреляю на улице, и потом захожу домой, смотрю «Голубой огонек»,
И постепенно засыпаю, и утром просыпаюсь 1 января, и тогда бывает ощущение Нового года уже, наверное. То есть я провожу я встречаю Новый год в кругу своей семьи. Да, перейдем к пожеланиям нашим зрителям, которые будут смотреть тебя еще в этом году. Ну, во-первых, я хочу вам большое спасибо сказать, то, что вы меня пригласили в свою передачу. Спасибо тебе, что ты к нам пришел. Да, я вот, как сказать, это честь для меня завершать, так скажем, ваш год культуры, в вашей культурной передаче, да. Мне это очень приятно, спасибо вам большое. И поэтому я прежде всего вам пожелаю процветания. Вот главное, чтобы у вас было понимание в коллективе, и вы работали во благо себе и народу, на кого вы работаете и кто вас смотрит. Да, всем телезрителям, всем жителям Республики Северная Осетия, Алании и всем тем, кто нас смотрит, я хочу пожелать мира и добра. Вот дай Бог, чтобы в новом 2015 осетинском году, 15-й регион, да, году, чтобы вот на нашей маленькой земле были только радостные события, радостные мероприятия, чтобы мы смотрели друг на друга исключительно положительным взглядом, добрым взглядом. Карази и Кудуаржам, Макарази и Кудымбарам, Яхамамону, Саврат. Всех с наступающим 2015 годом и вас. Спасибо большое.